Дорогие друзья, сегодня у нас интересные новости из-за рубежа, и мы поговорим об отчете Федеральной торговой комиссии по поводу мошенничества в Соединенных Штатах. Общее количество сообщений о мошенничестве составляет 2 миллиона 600 тысяч обращений. Общий ущерб от мошенничества 12,5 миллиардов долларов. Давайте посмотрим, какие основные виды мошенничества распространены в Соединенных Штатах. Итак, наиболее распространенные виды мошенничества в 2024 году в Соединенных Штатах. Первый вид мошенничества – это самозванцы. Это те самые мошенники, которые выдают себя за официальных людей, за государственных служащих, родственников или представителей каких-то организаций. Второй самый распространенный вид мошенничества – это, конечно же, онлайн-покупки, когда мошенники создают фейковые магазины и продают несуществующие товары. Третий вид мошенничества – это бизнес и трудоустройство. Схемы, обещающие работу или возможность зарабатывать, но приводящие к обману. Четвертый вид – это инвестиционное мошенничество, то есть схемы, которые предлагают вам высокие заработки в сфере криптовалют, фондового рынка и прочее. Пятый вид мошенничества – это интернет-услуги. Мошенничество, связанное с подписками, техподдержкой и другими онлайн-сервисами. Таким образом, мы видим, что ситуация очень похожая на нашу, и виды мошенничества, которые распространены в Соединенных Штатах, также очень сильно распространены и у нас. Но, кстати, мы в Соединенных Штатах не видим в этом отчете кредитного мошенничества, когда люди, находясь в состоянии заблуждения, передают доступы к своим смартфонам и оформляют на себя кредиты, а потом передают эти деньги мошенникам. В итоге хочу обратиться к тем людям, которые очень часто ссылаются на то, что, дескать, тот или иной проект или тайная компания из Соединенных Штатов, это все серьезно и у них мошенничества нет. Вот вам информация для размышления. Если вам предлагают какие-то заработки, работу и так далее, в том числе некие американские компании, помните о той ситуации, которая отражена в отчете Федеральной торговой комиссии.